Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашым госцем. Рэгулярныя стрымы, мы сустракаемся раз на 3 тыдні з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Владимиром Жыгером. Прывітанне, Владимир. Добрый день. Владимир, давайте пачнем з навіны, якую на вашым тэлеграм-канале, ну не вашым, Белпола, выставілі буквально сёння про тое, что Белпол пачал супрацоўніцтва с ініцыятывай беларускай ініцыятывай у Злучаных Штатах. Ініцыятыва, якая дапамагае беларусам, якія апынуліся ў складанай сітуацыі на тэрыторыі ЗША, якім пагражае дэпартацыя і гэтак далей. Чаму вы вырашылі супрацоўнічаць з гэтай ініцыятывай? Таму што размова ідзе пра беларусаў, якія знаходзяцца ў ЗША, у якіх там узніклі праблемы. Што Белпол можа зрабіць? На самом деле это просто такой формальный пункт, потому что мы работали уже достаточно давно по этому направлению. То есть когда какие-то белорусы оказываются в США и там под угрозой депортации, безусловно, собирается определенный кейс информации о них. Нас подключают к этой работе. Мы тоже, в общем-то, пытаемся понять, потому что у многих людей нету каких-то документов, которые подтверждают, например, их преследование по политическим мотивам. Некоторые, наоборот, рассказывают то, что они там очень были активны, задерживались, а на самом деле это не так. Поэтому нам передают эту информацию. Мы, в общем-то, никогда мы не даем каких-то заключений, мы просто говорим то, что мы видим, а уже дальше непосредственно инициатор запроса, он принимает решение как-то помогать так или каким-то другим образом, либо, например, может быть, даже не помогать, потому что человек, например, может обманывать. Поэтому это такая формальная часть, которая показывается именно в виде публикаций. В принципе, мы делаем то же самое и для представительств белорусской диаспоры в других странах. То есть все, что у нас есть, все, что мы можем, мы стараемся максимально помогать, именно использовать те инструменты, которые у нас есть. Поэтому. То, умовно кажучи, ось есть диаспора, где-нибудь там, я не ведаю, Италии, Британии, там еще в Австралии, и з'является новый человек, белорус, який приезжает, хочет там легализоваться, и звертается за падтрымкай, потому что не паўсюль легко вот так вот взять и легализоваться, и возникают пытанні: а кто ты, а что ты, и до вас звертают. Да. Это примерно работает так. Особенно бывали такие случаи, когда нам присылали, что у человека на руках были документы, нам начинают их присылать, и мы понимаем, что это, в общем-то, документы сфабрикованные. И, человек, отталкиваясь от этих документов, хотел легализоваться в той или иной стране. Мы объясняем, почему мы считаем, что эти документы сфабрикованы, мы объясняем, показываем это все, в общем-то, на примерах, либо, наоборот, человек присылает документы, а там, в общем-то, действительно это реальный кейс, просто мы его дополняем как бы со своей точки зрения какой-то информацией, и потом уже передаем, опять-таки, инициатору запроса. Белпол, как белорусский мониторинговый центр, обладает определенными инструментами, и мы стараемся их использовать, в том числе и по такому направлению. Владимир, як вы лічыце тое, што да прыкладу вось зараз у Польшчы, і мы з апошнім часам шмат абмяркоўваем тэму такого нового, больш жорсткага падыхода міграцыйнай службы Польшчы да надання міжнароднай абароны беларусам, наколькі вось гэтыя сітуацыі, калі прыязджаюць незразумелыя людзі можа быць з фальшывымі нейкімі дакументамі, ці яшчэ што-нибудь паўплывала на менавіта такое стаўленне да вось міграцыйнай палітыкі? Своего рода там какой-то процент, конечно же, тоже имеется, потому что некоторые люди за все вот эти 6 лет они приезжали, получали, можно сказать, по упрощенной форме международную защиту. Они были в Польше, а потом некоторые возвращались в Беларусь, катались вперед-назад. Некоторые действительно фабриковали определенные данные о себе. Некоторых задерживали, например, за то, что они помогали, способствовали миграционному кризису. Поэтому свой процент, конечно же, в этом есть. Я не могу сказать, там это 10 или 8%, но в свою лепту, в общем-то, это тоже вносит. Калі ўжо заговорили про агентуру,
Як вы поставіліся да вот этого расследования про Мельникова? Честно, даже я его не смотрел. Мне это, ну, как... Лично мне не интересно, но я не понимаю... Я уже потом читал в СМИ такие более короткие, да, то есть какие-то статьи. Я немного не понимаю, не вижу доказательной базы. Вот меня вот здесь вызывают это вопросы. То есть если мы говорим о том, что есть паспорта прикрытия, ну, пожалуйста, показывайте. Не очень понимаю, зачем это делать режиму в Беларуси. То есть легендируют личность для чего-то. Здесь как бы не очень понятно, зачем прятать человека, создавая ему фактически новую родословную в какой-то мере, потому что менять придется все. Если человек собирается жить там, то менять ему придется, ну, практически все. Владимир, просто вот ваше як специалиста меркавання, у мяне асноўнае как бы там пытанне было, вот потому что мы вот даведаліся, что яна конкретно жыве з дзецьмі па вось таким вось адрасе у гэтым доме, у гэтай кватэры, якую там яна купила і гэтак далей. Ну больш за год прайшло з таго часу. Няўжо за гэты час нідзе ніводнага здымку не видно, ну апроч вот этого в спортзале, і то да, і то ёсць пытаннічкі да того, да тых здымкаў, нідзе не засвяцілася, нідзе ніхто яе не сустрэў, ніхто выпадкова яе не зняў. То бок наколькі гэта сапраўды рэальна? Гэта што, пластычную аперацыю трэба зрабіць, гэта закрыць яе і там каб ужо яна сядзела безвылазна ў гэтай кватэры, так нават з дзецьмі выйсці пагуляць. Ну, так, что, а для чего это делать? Ну, то есть даже если мы предположим, но они это делают, для чего? Что Мельникова обладала какой-то очень конфиденциальной информацией. Да я, наверное, не сказал бы, чтобы она там... Ну, слушайте, она бы руководила координационным советом в такой период еще реконструкции. Если бы она обладала этими документами, то почему эти документы, как очень любит пропаганда, их не демонстрируют ее? Ну, там очень много вопросов, и на которые, честно говоря, нет ответов. И вот, повторюсь, лично меня это мало интересует. Ну вот я разумею, что может быть вас как бы не цікавіць, але вот не ўзнікае пытанне, вот як наколькі гэта магчыма, что вот ніводнага здымка, а калі ніводнага здымка, то про что это может сведчыць? Ну, понятно, про что это может говорить, что человека нет. То есть я думаю, что где-то бы человек засветился. И в первую очередь его бы сам показал режим. Просто не понимаю, зачем делать такую комбинацию, вывозя человека вот так, чтобы что произошло, что надо было человека так выдернуть и его спрятать, чтобы не портить там, как я тоже где-то читал, наверное, в Фейсбуке комментарии, чтобы не портить взаимоотношения там с Польшей, так портить сложно что-то, ну, взаимоотношений, так скажем, маловато. А как можно было бы что-то испортить, если человек бы вышел, сказал бы, я сам приехал, никаких вопросов, то есть я благодарен там, ну и все прочее. Что можно? Ну, это решение человека, он сам так захотел. Ну и в целом логика режима, она же как бы такая, что если что-то происходит, то нам нужно очень пафосно показать. Там уже прошло сколько это? Уже будет 2 года, наверное. И не показать за 2 года ни разу человека, а прятать его, ну, любого человека, даже если прячут, то до поры до времени. По-моему, это надо было бы сделать раньше, чем там, через 4 года, когда никто о ней там и помнить не будет. Добра, давайте да іншых тэмаў, але можа быть коротко мяне попросили ваше меркаванне даведацца. Вось гэтая сітуацыя незразумелая с затрыманнем ледзь там не 350 чалавек, якія сем'ямі там загаралі там ці нейкі там пікнік зладзілі у лесе, і вот так іх з помпай затрымалі ўсіх. Частка нават з некалькі дзяцей давялося пераначаваць у пастарунку. Вот что гэта, для чаго? Вот вы служыце у там отделении, вот и такая отбывается, вот ваша реакция. Ну и не, разуменье есть того, что надо их вот все-таки, а что это они там вот собрались в лесу 300 человек, понимаете, или без санкций выконкама. Ну вот, да, вот формальная причина. То есть бывали, слушайте, в милиции в свое время бывали такие достаточно странные моменты, когда, например, там уголовному розыску никаких там вводных не давали, а патрульно-постовой службе давали.
И в один момент ты там сидишь в кабинете, работаешь, и тебе привозят там народность рома. И ты спрашиваешь, а зачем? Ну что? Ну нам вот сказали, и ты должен, ну вот, ты должен с ними пообщаться. А чем мы должны с ними пообщаться? Ну, ты идешь к руководству, руководство начинает ругаться между там другими подразделениями. Ну, они стоят, смотрят на это, ты на это стоишь, смотришь. Ну, это такая милицейская жизнь. А то, что сейчас происходит, любой такой отход от какой-то нормы, ну, нормы в понимании, естественно, системы, ну, приводит к такого рода последствиям. Если это не санкционировано там исполкомом, нет там представителей БРСМ, ну все, тогда это все пресекается, потому что, ага, если мы это допустим, другие увидят это тоже, скажут, а почему бы нам это не сделать? Ну и опять пошло-поехало, опять 2020 год. Нет, поэтому мы все в зародыше. Поэтому, ну вот, нормальность в Беларуси, она какая-то такая. Пытанне на засыпку вам ад Дэна. Вы перыядычна правяраеце пашпарты беларусаў па злітай базе пашпартоў, якая у вас ёсць. Чаму вы не хочаце праверыць наяўнасць пашпарта прыкрыцця ў Мельнікавай? Да господи, да мы же уже, наверное, это проверяли раз 20 для всех возможных белорусских СМИ. Ну, нам, когда тогда произошла эта ситуация, ну, нам только, что, может, даже ленивые нам писали, проверьте. Мы все это проверяли, вплоть там до родственников, даже дальних родственников. Никаких паспортов прикрытия у нее нет. Может, база старая? Но и это не является аргументом. Паспорт прикрытия, это вот после 2020 года, когда вся эта информация стала подниматься, стали ее людям рассказывать, что оказывается вот в Беларуси есть еще и такая сторона, вот в Беларуси, все начали думать, что, ага, значит, если есть паспорт прикрытия, все это значит 100% это вот не то, что агент, ну, понятно, что это агент, но это человек, засланный исключительно по политическим мотивам. Ну, нет, это не так. Это делалось для каких-то оперативных нужд. Этот паспорт, человек мог даже его там один раз увидеть, а мог вообще его никогда не видеть, и он находится в сейфе. Это если мы говорим про именно обычных гражданских людей, если мы говорим про сотрудников, то тоже это делалось исключительно под какое-то, например, дело оперучета. И все это в свое время, это была такая очень жесткая форма отчетности за это. В свое время там даже если у тебя в сейфе лежит ксерокопия какой-нибудь страницы секретного приказа, ну, это для тебя, в общем-то, служба оперативника, в общем, могла закончиться очень быстро. Поэтому нет у нее таких паспортов. Это ничего, это вообще ни о чем не говорит. Правильно, это данные до середины 2021 года, а это ни о чем не говорит. Все могло поменяться и произойти намного позже, и никакой связи в этом я не вижу. Вот як там написали кіберы, зараз у яе пашпарт на імя Ангелины Родионовой. Не, Родионовой там, ці як там же. Я не понимаю. Вот смотрите, есть человек, его, например, вывезли в Беларусь, сделали ему паспорт прикрытия, чтобы что? Например, кто в Беларуси знает, например, кто она такая в целом. Ну, хорошо, вы ее там спрятали месяц, 2, 3, 5, вы ее выпускаете, никто не знает. В лицо ее точно, там еще больше людей не знает. А вы поменяли паспорта, например, вы же лицо ей не поменяете. Зачем ей делать эти документы? Чтобы какую-то недвижимость оформить? Боже, да там вариантов по оформлению недвижимости на разных там левых людей. То есть это масса. Причем сама система, особенно КГБ, очень часто использует там лиц с алкогольной зависимостью для того, чтобы на них брать сим-карты. В чем проблема? Им провернуть что-то более, конечно, такое масштабное, но все равно по принципу такое же. Давайте да іншых тэмаў. Вы колькі ўжо тыдняў прайшло, як вы былі ва ўкраіне? Тыдні 3 ці 4 ўжо прайшло. Да. Але да гэтага аукаецца, як я разумею, таму што вось буквально днямі там у Киеве на вельмі высокім узроўні былі прадэманстраваныя парэшткі арэшніка і доказы прадстаўленыя, што ён на вялікую колькасць складаецца з беларускіх дэталяў.
ваша информация? Не, ну это, в общем, это исходя, ну я не могу так сказать, наша эта информация или нет, но, в общем, когда-то было всем известно, что использовались платы интеграла. Но там компаний больше, я не знаю, ну, наверное, я сейчас не уполномочен называть весь список, может быть, в ближайшем будущем мы об этом скажем более подробно, но для кого это новость? Ну, в принципе, вот для кого это новость? Россия использует, точнее так, интеграл и другие белорусские производства, они производят какое-то там платы, там, чипы или там, какую-то продукцию производят, которая востребована, ну, не в Тайване там, или, условно, во Франции. У них есть рынок сбыта, они поставляют это туда. Из этого счастья собирается вот это, да, аналогов нет. И это же не только речь идет о орешнике, и в крылатых ракетах используется электроника именно белорусского производства. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Это абсолютно не то, что там какая-то новость. Это реальность. Ну, але для прыцягнення ўвагі загаловак да нашага стрыма быў дадзены такі скандал. Арешник утрымлівае сотню деталей. Ну, на самом деле это такой момент, что вот когда-то речь шла там условно о какой-то плате производства там 14-16 года, и это было еще такое, ну там полбеды. Сейчас речь идет о все-таки о более, скажем так, более новых деталях, и это уже не только интеграл. Ну, ось, я да чаго нагадаў пра гэты загаловак, тому что у адказ нам тут напісаў глядач под ником Виктор Абрус, что за тупость в заглавии? Разве если в стране выпускается высокотехнологичное оборудование, это плохо? Ну, если это высокотехнологичное оборудование потом поставляется агрессору, давайте так, какое же оно высокотехнологичное? Ну, это прекратите. Это не Тайвань, Япония там, или Южная Корея. Это они производят то, что не могут производить. У них есть, в общем-то, основной рынок сбыта. Они туда это все поставляют. И плохо ли это, что это используется потом в оружие? Очень плохо. Знают ли они о том, что куда они поставляют и как это будет использовано? Безусловно, они это знают. Потому что сейчас на интеграле идет, там идут такие строительные работы, они там еще дополнительные цеха будут открывать. И это все делается, в общем-то, за деньги русских. Спрашивается, хорошо ли это? Ну, это плохо. И потом, в общем-то, не удивляйтесь. Ничему вообще, в принципе, не удивляйтесь. Ну вот чему не здзіўляцца? Я тут бачыў каментар такі, калі вы написали у Фейсбуку, здаецца, на інтэграле быў там нейкі пажар невялікі, вы там такі смайлік с усмешкой поставили и там сказали, а что, Жигар все никак не дождется, когда сотни дронов полетят на Беларусь? Я не жду, я не думаю об этом. Насчет интеграла, чего грустить? Ну, слушайте, давайте все-таки в ответственность брать за происходящее в том числе, а не просто делать новости о том, что вот там что-то происходит, куда-то что-то прилетело. Это прилетает в том числе из-за того, что за 30 лет, там уже 32 года правления Лукашенко, на 32-й год, они ничего лучше не придумали, они не смогли занять нишу, да, в мире. Они просто клепают достаточно дешевые, достаточно такие примитивные, ну, то есть там прошлых поколений электронику и продают ее россиянам, которые используют это в войне против Украины, в оружии, которое они используют против Украины. Ну, мы называем вещи своими именами. Понятно, неудобно, местами даже неприятно некоторым. Но от этого же это не становится меньшей правдой. У дадзенай ситуации, ну, что реально можно зрабіць, як змяніць ситуацию? Ну, мы стараемся делать все, что мы можем, понимая, как вообще эта вся цепочка работает, как работают эти схемы. Лоббируем введение тех же самых санкций на всех уровнях. То есть это не только, я не только говорю о нас, а в целом. Дипломатическая работа ведет, но, безусловно, увы, Европейский Союз достаточно медлителен.
Потому что, ну, вот мы рассказали, например, да, там, про завод корпусных изделий, так называемый объект-участок, в декабре. И только вот, да, по какой-то случайности он оказывается в 21-м пакете, но это в июле. Хотелось бы быстрее, хотелось бы. Сейчас, если такие намеки на то, что это будет быстрее, да, теперь это не будут эти пакеты, это уже будет по-другому выглядеть. До рэчы, я і хацеў спытацца, паколькі вы ведаеце у тэме гэтай, наколькі што зменіцца? Вот і тут два моманты. Па-першае, ну давайте 21 ты пакет, як вы яго ацэньваеце, і калі зараз будуць не пакетамі, а некая іншая схема, что это меняет? Ну, до конца еще непонятно, как это будет вообще выглядеть, но это не будут такие громоздкие пакеты, которые приходится так серьезно на всех уровнях согласовывать. Потому что очень часто, ну, практически на каждом этапе согласования были какие-то препоны. То это надо убирать было, то что-то добавляют, то что-то видоизменяют, в конечном итоге выставляют это на голосование, а там это не проголосовали, все, значит, это опять замораживается, и опять идет определенная работа. А если говорить про 21 пакет, то, ну, все видели Мозырский НПЗ там, все видели диапроектор, дисплей, тот же самый ЗКИ. В принципе, это все то, о чем Белпол рассказывал за последний там год, ну, может быть, там 8 месяцев. Все это работает на войну. Все это то есть НПЗ продает в Россию. НПЗ вообще в свое время просто заправлял атакующую группировку еще в 22 году. Ну, про все остальные предприятия, в том числе, они поставляют комплектующие, либо как тот же самый ЗКИ, который, в общем, он возводится за деньги русских, он производит исключительно боеприпасы, и это исключительно поставляется, либо планируется поставляться в Россию. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что будет немножко проще. Я не могу некоторые вещи говорить, опять-таки, не уполномочен. Не знаю, можно ли это рассказывать, либо нет. Еще, ну, может быть, позже смогу. Но там уже были еще в начале лета, в принципе, такие разговоры, которые уже чувствовалось, что будет попроще. Посмотрим, будет ли это все реализовано, потому что, ну, работа над упрощением этого, над упрощением ведения санкционных пакетов, она началась год назад. И сейчас мы подходим уже к какой-то такой более-менее сформировавшейся новой стратегии по данному направлению. Але калі вот все ж таки глядзець, ну, у перспектыве, ну, ввели на НПЗ мозырские санкции, и что? Ну, это опять-таки, все думают, что от этого там, ну что, вот он не сможет там продавать там бензин или там масла? Нет, безусловно, он это сможет продавать, но главная проблема в том, что там, ну, я сам с Мозыря, поэтому помню прекрасно, как туда привозили различного рода западную технику и комплектующие. И там огромная зависимость от этих западных элементов. И достать их было в свое время, в общем-то, не самое дешевое занятие, не говоря уже о том, что будет именно после введения санкций. То есть, опять-таки, это удлинит цепочку поставок, удорожает это все. И не факт, что это, с этим справится. Ну, посмотрим, что будет дальше. Будем дальше контролировать этот процесс. И когда будем видеть, когда кто-то опять начинает искать какие-то лазейки, ну, будем стараться, ну, максимально оперативно реагировать на это. До рэчы, я праглядаю з тушку тэлеграм-канала Белпола, і вот акурат таки хацеў прыйсці да інфармацыі, якую вы далі яшчэ у 20-х числах ліпеня, про тое, што вот ваша чарговая тады на той момант расследавання, про тое, што прыйшлі у вас дакументы атрымалі, якія даказваюць про датычнасць беларускай чыгункі, Міністэрства обороны, дзяржаўных структур іншых ва ўдзеле у падрыхтоўцы да расійскага уторгнення ва Украіну. Слушайте, ну мы ж вот, як вы тут кажете про эти детали до Орешника, мы ж это и так все ведали. Ці нешта іншае. Здесь мы сделали больше акцент на такой
на такую вот часть, которая была она мало вообще описывалась. И да, мы все понимаем, да, то есть Лукашенко является виновником произошедшего. Естественно, он не один, но будем называть его и его систему, и там вкратце его система. В данном материале мы показали, как режим готовился, и мы, в общем-то, доказали, благодаря еще сообществу белорусских железнодорожников, это вот такой совместный материал, мы показали, что еще за полгода до полномасштабного вторжения начинали проводиться подготовительные мероприятия. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения никто, и опять-таки это документально доказывается, это самое важное во всех этих материалах, неважно, там идет речь об этом материале, о других, есть подтверждающие документы. И вот в данном материале демонстрируются документы, доказывающие, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, в момент, когда якобы учения должны были быть закончены, и личный состав, техника, там, боеприпасы должны были убывать из Беларуси, никто не заказывал железнодорожные составы из Беларуси в Россию. Наоборот, заказывались железнодорожные составы из России в Беларусь, которые должны были привезти боеприпасы. То есть, как минимум за полгода началась подготовительная работа. За 2 месяца Лукашенко точно уже... понятно, что он знал и раньше, но в целом они знали, что будет происходить. И это доказывается. Умовно кажучи, вы зараз документально обвергли словы Лукашенки про то, что так они ж вот просто ехали там к себе домой, да, и не туда ж вернули. Да. Это же вообще, я не знаю, как это написать, но здесь мы доказываем это документально именно с той стороны, вот такой более мало описанной. Да, есть и другие, мы это показывали в своем докладе год назад, другие, скажем так, такие точки. Но это вот момент, о котором говорилось мало. И плюс там есть еще очень такой хороший документ, который показывает, что Министерство обороны России находилась в Министерстве обороны Республики Беларусь, владела полностью информацией, контролировала перемещение там, боеприпасов, личного состава по белорусской железной дороге. То есть и этот документ, там, где 2 раза Матвей повторяет эти строчки, это доказывает наш вот этот нарратив о том, что Республика Беларусь утратила военный суверенитет. Потому что военнослужащие другой страны находились в Министерстве обороны нашей страны и отдавали там приказы, и контролировали, управляли процессами. Вот это и есть, в общем-то, доказательство утраты нашего военного суверенитета. На той момент, і калі б вось на той момент узнікла гэтая дыскусія, якая зараз ідзе ў каардынацыйнай радзе пра тое, што как бы прызнаць акупаванай тэрыторыю Беларусі, можна было б вот сказаць, вот паглядзіце по документах, вось ваши словы привести, а на сёння так все, что потом происходит, это вот стартовой точкой является вот эта точка. Потому что все, что потом эти военные представительства, которые есть, российские военные представительства при белорусских заводах, которые контролируют производство боеприпасов, то, что белорусская промышленность работает на Россию в рамках государственного оборонного заказа, подписанный договор о безопасности союзного государства, то, что воздушное пространство предоставляется для нанесения как ракетных, так и ударов БПЛА. Все это просто, это есть причина, и дальше следствие. Вследствие вот этого все происходит. А Координационный совет, честно, тоже не сильно интересуюсь, поэтому не знаю, что там за дебаты. Это вось это самое Зенкович і яго фракцыя прапаноўваюць все ж таки прызнаць, что Беларусь знаходіцца под акупацыяй, і там скажем, наступы, там шэраг іншых доказываюць, что нет никакой оккупации, военной же комендатуры нема и присутности оккупантов войсковых на территории. Ладно. Что значит ладно? А ваше меркование? Не, это очень такой сложный, на самом деле, вопрос, на который надо садиться и очень так детально его разбирать, потому что
любой из вариантов, он ведет... Есть какие-то последствия. И тут надо это все оценивать. Ну, и, конечно, с точки зрения норм права смотреть. Поэтому, ну, я не знаю, что там говорилось, я не смотрел, и поэтому, не знаю, ну, не думаю, что вы меня так как-то рекламу сделали, я посмотрю, но ладно, там, может быть, когда-нибудь, и тогда можно будет об этом более так серьезно поговорить. Так, что это вы как-то из информационного нашего тут как бы пузыра выпадаете? Это, ну, может быть, из вашего, из своего я точно не выпадаю, но вот эти вещи меня мало. Ну, на что они влияют? Ну, я не знаю, там, про Мельникову, ну, в общем-то, я вот объяснил, почему мне это не очень интересно, и почему у меня есть определенные сомнения. Здесь тоже, ну, наверное, плохо работает медиагруппа, что эта информация никак не идет дальше в массы, потому что вопрос-то, в общем, на самом деле очень сложный, неоднозначный, причем каким бы ни было решение, у него есть какие-то последствия. Есть плюсы, есть минусы. А вот сходу на вашу вот с вашей сходячай пазіцыі і для вашай працы, вот калі б вот было прынята рашэнне, і зараз бы ўсе сілы, беларусы, дыаспара ўсе пачалі даводзіць і гаварыць, што сваім еўрапейскім партнёрам, калегам падчас перамоваў, што Беларусь знаходіцца пад акупацыяй. Як бы это паўплывала на вашу на працу? нашу работу вообще никак. Ну, как это может повлиять на нас? Повторюсь, ну, есть много разных там таких моментов, которые могут сыграть и в плюс, могут сыграть и в минус, потому что, ну, если это условно страна оккупирована, то, значит, должна быть ее деоккупация. Ну, а у нас, как только Зеленский сказал про БПЛА и ретрансляторы, у нас тут некоторая часть вой подняла. Ну, так что ж, о какой деоккупации с такими людьми может идти речь? Ну, да ўсяго яшчэ кажуць, калі прызнаць акупаванай, так это ж, ну, дае магчымасць Лукашенку как бы соскочить. Типа, а что я мог зрабіць? Мы ж тут оккупаваныя. Ну, опять-таки, может быть и да, но не знаю. Надо очень так детально подходить к этому, потому что, ну, в моем понимании вообще не важно, там Беларусь ее оккупировали, не оккупировали, это никак не снимает ответственности с Лукашенко, персональной ответственности с Лукашенко. Ретранслятары, якія вы ўзгадалі, цікавая тэма, потому что калі толькі ўзнікла гэтая тэма ретранслятараў, мы з вами тут у эфіры сустракаліся, і вы тады сказалі такую фразу, что іх не толькі там 4 там узнікла, яны там па ўсёй краіне раскіданыя, і іх там безліч, дакладную лічбу не будзем казаць, і ўсё. Але Украіна ўпёрлася, 4 ретранслятары, потым яны расказалі, што гэтыя ретранслятары перасталі працаваць, а вось буквально там пэўны час таму, калі быў чарговы вялікі такі налёт шахедаў на тэрыторыю Украіны, прагучалі таксама фразы такія, што калі ретранслятары, якія знаходзяцца уздоўж усёй беларуска-украінскай мяжы, запрацуюць, то гэтыя шахеды даляцяць канкрэтна да цэлей сваіх там у Львове, ну і на ўсёй там заходняй Украіне. І так чакайце, так 4, а тут ужо ўздоўж усёй мяжы, так што там, ці ўсё ж таки па ўсёй Беларусі? Ну, по всей Беларуси. Ну, в том числе вдоль границы. Ну, если смотреть, если не ошибаюсь, был вчерашний налет, если я не ошибаюсь. Я смотрел карту этих налетов. Было видно, что БПЛА шли вдоль границы. Опять-таки, вероятнее всего, они их координировали, именно эти ретрансляторы. Много ли их? Много. Просто что, ну, даже если условно взять, что он будет идти вдоль границы, русским это не очень удобно, это много нужно облетать. Им нужно более другой, простой, более короткий путь, если мы говорим про западную часть Украины, потому что тогда, ну, все-таки, если они летят вдоль границы, понятно, что они летят достаточно точно в таком случае, но больше вероятность того, что их собьют. А так, повторюсь, наверное, осенью мы о многом расскажем. Наверное, не обо всем, прямо обо всем, но очень много расскажем и покажем. Так что работа сейчас, во всяком случае, уже начиная, наверное, с мая месяца над этим идет, ну, ежедневная.
Так вот, бачыце, не толькі вас на нежаданні ці немагчымасці ці неуменні знайсці пашпарт прыкрыцця ў Мельнікавай падлавілі, але і мяне пішуць: нешта перагарнула ўвесь чат і не бачу той каментар, які зачытаў Лукашук пра мары Жыгара, каб дроны накрылі Беларусь. Калі нема ботаў, Лукашук прыдумляе каментары. Гэты каментар быў у Фейсбуку, калі я не памыляюся. Да, ну это ж нормально. Это что же они сейчас? Они берут, взламывают аккаунты пенсионеров белорусских, и там какая-нибудь, условно, там, ну, при всем уважении, там, уборщица в какой-нибудь деревне, она сразу становится очень серьезным экспертом по геополитическим вопросам. И начинает там обсуждать о том, как в Польше, как в Штатах, хотя если смотришь, она там из Беларуси выезжала дважды, и то в Украину еще, там, условно, в 19 году, там, за 70 лет своей жизни. Поэтому там такие... Я никогда ничего не удаляю там, потому что мне хочется, если есть время, ответить для того, чтобы те, кто понимает, те, кто думает, они видели вот эти такие вбросы и мои ответы. И люди, ну, учились как-то думать. Если это кому-то нужно, либо это кому-то, ну, заставляет кого-то о чем-то подумать. Я яшчэ раз да тэмы Украіны звярнуся і да тэлеграм-канала Белпола. Вы працягваеце публікаваць запісаныя вамі размовы з тымі беларусамі, якія ваявалі на баку Расіі, трапілі ва ўкраінскі палон. Навошта так вот долго пиарить гэтую, раскручивать это должны видеть белорусы, потому что мы работаем же не только в Ютубе, мы работаем там TikTok, Instagram, YouTube Shorts на 2 каналах. Это должны видеть белорусы. Вот это вас ждет. И люди должны понимать, что все это происходит исключительно из-за денег. Вот опять-таки 32 года лукашенковской так называемой власти довели людей до того, что они не находят ничего лучше, как поехать в Россию воевать за деньги против украинцев. И мы показываем, насколько разные это люди. Мы показываем, что это там условно не какой-то там только какие-то маргиналы, да, то есть социально. Нет, мы показываем, что это разные люди с разных районов, с разных областей Республики Беларусь, разный жизненный опыт, разный возраст. Но в целом они идут, по сути, только из одного. Ну, там, да, есть, конечно, процент тех, кто просто хотел избежать наказания в российских тюрьмах. Но в целом это идет речь, так, если уже там подавляющее большинство, это люди, которые идут именно ради денег. И что будет с вами, нам очень важно, чтобы они рассказывали. Еще, в общем-то, цель была, тоже там некий процентный есть, чтобы показать это все без какой-то ретуши, то есть без особенных там вырезаний каких-то слов. То есть мы просто показываем, что говорят люди, чтобы тоже и здесь, в эмиграции, люди слушали и понимали, ну вот, какое там мышление у людей, как они смотрят на всю эту ситуацию. Потому что я уже говорил это неоднократно в интервью касаемо этой темы, что все знают, что было в 2020 году. Все знают про репрессии. Многие голосовали за Тихановскую. Кто-то, у кого-то есть знакомые политические заключенные, но они все равно пошли убивать украинцев. Это максимально, просто предельно ненормально. Пра працу спецслужбаў, вот ужо раз узгадалі ўзломы розных аккаунтаў і потым закіды. І так, вот, дарэчы, з гэтай нагоды некалькі тут пытанняў. Так, Максім, да гэтага вернемся яшчэ, але я просто ў працяг. Апошнім часам вельмі шмат інфармацыі пра спробы дагрукацца да прадстаўнікоў дыаспары. Я не толькі пра актывістаў, якія там, я не ведаю, там дэлегаты каардынацыйнай рады, не толькі там сябры офіса, але звычайных, здавалася б, просто беларусаў дыаспары, якія, да, у свой час у 20-м годзе былі актыўныя, потым з'ехалі, зараз, можа, просто жывуць сваё жыццё, і ім усё роўна грукаюцца праз сваякоў. Гэта сэнс які? Ну, вы ж поймите, это кажется для простых людей, что
ну, какую там, условно, какой информацией я обладаю. Но человек, находящийся здесь, во всяком случае, он может передвигаться по территории Европейского Союза. И главное, это для самой системы не стоит ничего. Судьба человека, там, например, то, что его могут задержать и осудить потом за шпионаж, это же их не беспокоит. Поэтому в таком деле малой помощи не бывает. КПД все равно будет достаточно неплохой, потому что это, ну, они ничего не вкладывают, никаких средств. Человек может предоставить какую-то информацию, которую они просто достать, ну, своими силами, например, не могут, даже если она не очень значительная. Ну и плюс той или иной сотрудник, он просто берет это все рапортом, оформляет, показывает свою, скажем так, работу, что он не просто так, там каждый, там, если не ошибаюсь, 23-25 число получает деньги на свою карточку. Люди работают, да, капают и гроши на карточку, и зорочки на погоны. Ну, от этого не зависит, в общем-то, звезды. Это просто зависит от того, что ты будешь идти по своей карьерной лестнице, такой служебной. В общем-то, без проблем. Тебя не будут там лишний раз там дергать, там куда-то переводить. Если попросишься, например, там на какую-то должность с приставкой старше, то переведут. Вот, поэтому... Даюць парады праваабаронцы, там іншыя людзі, якія да гэта датычны, што рабіць у этой сітуацыі. Ваша парада як чалавека, які, ну, как бы меў дачыненне да спецслужб, да службаў. Да. К нам очень часто обращаются люди с такими кейсами, и за последние полгода, даже, можно сказать, с января месяца действительно было много таких кейсов. И мы всегда говорим, в принципе, если у вас есть такие возможности, вы рассказываете об этом. Во всяком случае, вы и себя как-то перестраховываете. Ну, понятно, вы нам написали, уже какая-то страховка есть, да, потому что если вдруг что-то мы можем сказать, что действительно человек к нам обращался. Но вы еще, рассказав про это, вы можете спасти других людей, которые могут находиться в такой же ситуации, которым пишут те же самые люди, и это человек увидит, что он не один. Ну и, конечно же, обращайтесь, это не только идет речь там про Польшу, это в целом про западные страны, обращайтесь в соответствующие органы той страны, где вы находитесь, чтобы люди в этих органах это все фиксировали. Вот я выбачаюся, вы апярэдзілі трошки маё пытанне, тому что, здаецца, учора Латушка аднёс у прокуратуру звесткі про тое, что супрацоўнікаў там НАУ, координацыйнай рады 7 чалавек, здаецца, спрабавалі вербаваць, ён аднёс. И я хотел спытацца, а які сэнс? Вот, ну, аднёс. Это надо, чтобы это видели. Потому что нам же пытаются, ну, не нам, европейцам пытаются вот преподнести на Лукашенко, когда все нормально, да он уже все, уже отходит, нормально, уже можно разговаривать, он уже не такой плохой. Да, там, конечно, не без нюансов, да, такая цаца, но, в принципе, неплохо. Но эти все вот, в том числе, вот, это направление, это показывает, что нет ничего нормального. Человек ведет такую, его система ведет такую деятельность в ваших странах, пытается вербовать людей, которые находятся в ваших, живут в тех или иных городах, либо странах. Поэтому ничего не происходит. Помимо всего прочего, что еще есть, безусловно, есть еще и такое направление. И это важно рассказывать, важно об этом доводить информацию до государственных органов той или иной страны Европейского Союза, чтобы ни у кого не создалось такое впечатление, что, ну, действительно, может, там уже, как говорят, репрессий нет. Сегодня он плюс 13 политических заключенных. И большой вопрос, это люди, которые попадают в список Трампа, либо не попадают в список Трампа. Скорее всего, не попадают, потому что это уже значительно свыше той 1300 человек, о которых говорили там год назад. Добра, на завяршэнне пытанне ад Максіма. Якія ўражанні ад завочнай дыскусіі з Касцюговай на канале Ваеуліна? Да никаких особенно у меня. Что там, мы что-то новое услышали там. Мне было... Это был такой первый опыт взаимодействия, общения и знакомства, в принципе, с Ваеулиным, поэтому я в том числе, мне тоже многие знакомые вчера писали, сегодня о том, что, ну, там, классно, все правильно, поддерживают позицию.
хотя ничего, в общем, нового я там особенно не сказал. В принципе, то же самое, что я говорю здесь очень часто. В принципе, я там повторял. А то, что там говорилось, ну, слушайте, ну, я думаю, у каждого здравомыслящего человека уже, в принципе, сформирована позиция по данному вопросу. И если некоторые люди делают ставку на какие-то там 3 пункта, а 25 или там 125 они оставляют в сторонке и говорят, ну, это не важно, это когда-нибудь, может быть, при случае мы там с этим разберемся, то, по-моему, здесь мало нормального. Вы же поймите, что сейчас ситуация складывается так, что публично никто про это говорить, конечно, не будет. Это же еще пока что это не очень удобно. Но на различного рода закрытых мероприятиях мы уже начинаем слышать, ну, не мы лично, а другие, скажем так, я бы сказал, страны, с которыми мы в том числе взаимодействуем, но они прямо говорят, я не могу просто подробности, чтобы не было у них проблем, они уже слышат такие вот нарративы, как, оказывается, это не Россия пытается втянуть Лукашенко в войну, а Украина пытается втянуть Лукашенко в войну. И это ведь вообще такой нарратив даже не минский, это вообще нарратив московский. Понятно, что когда начинаешь задавать вопросы, а где тут логика, ну, дальше господа плывут и начинают быстро менять направление, то есть они там ходят в сторону к другим вопросам, но в целом эта вот ситуация достаточно такая интересная. Посмотрим, что будет дальше, как это дальше будет развиваться. Да рэчы, вось такая ж завочная дыскусія ужо, праўда, у Фейсбуку адбылася паміж Марыей Колесниковой и Дулиной. Колесникова, правда, выступала вот это у Зальцбургу на адкрыцці фестываля музычнага, а Дуліна выказала сваю пазіцыю адносна дыялогу, зняцця санкцый, перамовам з рэжымам, ўсё дзеля вызвалення палітвязняў. Вот, і яна как бы супраць усяго гэтага. Але гэта сведчанне таго, што гэта ўсё больш і больш не толькі как бы тэма застаецца актыўнай і працягваецца ўсё больш у нашай беларускай супольнасці, але што яна ўсё больш гэтую нашу супольнасць дзеліць на 2 лагера. Ну, слава богу, она делит хотя бы не пропорционально, то есть не 50 на 50, а там значительное количество людей находится, ну, это люди взрослые, люди, которые понимают, что такое ответственность, и они понимают, ну, слушайте, вообще, ладно, отбросим то, что я только что сказал. Все очень просто. Пока не остановились репрессии, вы меняете одних на других, и ничего внутри не меняется. И главное, сам режим, ну, он же, ладно бы, вот они об этом говорили, и режим, ну, хоть что-то делал вот в направлении того, что они говорят. Ну, все же наоборот. Людей новых задерживают. А репрессии продолжаются. А суды, в общем-то, идут. Это только то, о чем вот известно становится правозащитникам. Не говоря уже про ситуацию, ну, агрессию и помощь России. То есть они говорят одно, режим делает вообще другое. І... Ну, размова ідзе пра тое вызваліць людзей зараз, тых асабліва, хто ўжо сядзіць 3, 4, 5 гадоў, вот, а ўжо астатнія пытанні, праблемы, прэтэнзіі будзем паступова вырашаць. То есть, получается, мы делим на белорусов на тех, кто вот нужен, и тех, кто не нужен, а тех, кого мы не знаем, это что? Какие белорусы, какого сорта? А кто-то будет вообще ими потом заниматься? Ну, Дуліна ўвогуле гаворыць пра концлагер на 9 мільёнаў, але як в принципе, в чем она, почему она не права? Але як гэты концлагер, як это 9 мільёнаў вызваліць? Так вот, так те, кто за диалог, они вообще никак не ставят вопрос об освобождении Беларуси, в принципе. Вот они говорят о том, что там Лукашенко нужно немножко отвести, дать ему кислорода, новую точку опоры, причем это никак не влияет там, на свободу и независимость Беларуси, но вот ему дать какую-то возможность чтобы распетлять. Но в целом, у нас действительно, просто что условия содержания людей получаются разные. Что те, которые освобождаются, ну, я общался с людьми, которые вот освобождались, и они остаются в Беларуси, они рассказывали, какие там условия.
ну, там, шаг влево, шаг вправо, какой-то не вполне удачный, может закончиться для тебя, в принципе, понятно. И никто знать не будет про это. А те, которых выкидывают из страны, так опять-таки, ну вот бы, кажется, ну не лишайте людей действующих паспортов. Нет, все равно. Вот максимально, чтобы нагадить. Ведь и это тоже ведь совершается преступление. Ну давайте мы на это глазки не будем. То есть, точнее, мы на это глазки закроем. Это не надо. Это не очень удобно. Вот давайте только оставим какие-то там пару пунктов, на которых будем делать упор. А вот эти все в сторонку. Ну и к чему в конечном итоге это придет? Я уже говорил как раз-таки у Ивулина, что не дай бог такие бы люди были в Украине в феврале 22 года. Они бы очень быстро нашли точки соприкосновения с Россией, и не было бы уже Украины, в принципе. Потому что такие подходы, да, то есть стратегические, они не ведут ни к чему хорошему. Але што робіць Жыгар і Белпол для спынення рэпрэсій, пытается Дэн. Ну, мы же, в общем-то, и никогда не декларировали, что мы занимаемся остановкой репрессий. То есть это наша какая-то основная задача. Но если каждый откроет наш сайт и посмотрит, чем мы занимаемся, всем будет понятно, какой профиль нашей деятельности. И чем, в общем-то, в основном занимается Белпол. Это хорошо уже, хотя бы мы ушли в сторону того, что там все говорили, там фильмики снимаете. Ну, сейчас уже у многих появилось понимание того, все же, чем мы занимаемся не публично. Поэтому наша задача — это борьба с самой системой, создание условий, при которых Беларусь все-таки сохранит независимость и суверенитет, что и при этом это позволит как-то, в общем-то, вывести нашу страну с сферы влияния России. При этом Лукашенко сам первый пойдет на уже условно настоящие, то есть реальные переговоры, когда он уже будет, когда он созреет и будет готов к действительно фундаментальным изменениям в стране, в которой никогда не будет политических заключенных, когда освободят всех, а не тех, которые есть в списках. Ну вот, это наша работа. Ну и плюс, естественно, помощь Украине, потому что мы несем ответственность за то, что произошло и происходит в Украине, как граждане Республики Беларусь. Перамовы, Лукашенко пойдзе на перамовы. Вон уже эксперты проанализовали и сказали, ждем транзита. Ой, а что-то мне такое, да, сбрасывали там про 40-й год, да. Ну там серьезные эксперты и серьезные года, поэтому опустим это. Дякую вялікі. Владимир Жыгар быў у нас у нашым рэгулярных стрымах з ім. Чакайце наступнага нашай сустрэчы ў студыі Еўрарады, а пакуль не забывайте подписываться як на сацыяльныя сеткі, так і YouTube канал Белпола, безумоўна подпісаўшыся перад гэтым і на YouTube канал Еўрарады. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Бяспека гэта галоўнае. Белпол не дасць схлусіць. Не. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.